Здесь все как у Вознесенского. Стихи не пишутся, случаются. Настоящий праздник поэзии и не абы где, а в маленьком книжном храме, библиотеке. Около десятка начинающих и не только поэтов. В начале знакомства с каждым. А лучше всего об авторах говорят их произведения. Поэтому в начале небольшая декламация. Андыши догомждеш, босбахаряна жляттелек, беркат риза дымех кабеш, адмыш хефтыш безамикек. Куана жиза иростелыш, догма абб хозулу. Тишлыш лат, самуажы гири, тқорыш килгиш, дезденет. Дорхылу, яхкасак ири, муажы баргиш, кят денет. Знакомство закончилось, можно и к заданиям приступить. В рамках вечера для литераторов специальные конкурсы. Угадать автора известных выражений, составить тавтограмму или перевести слова с ингушского на русский и наоборот. К примеру, как будет на ингушском лирика, знают не все. Лирика, Азали. Красота, застывшая в слове. Поэзия покорила Исмаила Бокова еще в детстве, но писать сам он начал только 4 года назад, в основном на русском. Социально агрессивные, скажем так, стихи. Да, направлены некоторых житейских, может, таких вот проблем. Хотя и пишу вот в основном на русском, но хочется все-таки и на своем родном, на ингушском. И даже если у меня это не очень получается, не всегда получается, мне отрадно видеть, как это получается у других моих коллег, вот, которые прекрасно пишут, великолепно читают на родном ингушском языке. Популяризировать поэзию на родном и русском и поддержать молодых авторов. Вечер поэзии «Флешбукинг» – это совместный проект Комитета по делам молодежи и Назрановской модельной библиотеки. Вот то, что нам удалось взять широкую аудиторию, это уже показатель качества мероприятия. А почему именно флешбукинг, почему так называется мероприятие? Нам хочется использовать разные механизмы современные при общении молодежи, заинтересовать молодых людей формой подачи, какой-то уникальной формой. И, естественно, чем разнообразнее формат, тем выше интерес. Язык народа – язык души. Наше прошлое, настоящее, и если его сохранить и популяризировать, еще и будущее. В нем отражаются обычаи, традиции, быт целых поколений. Исчезнет он, исчезнут и люди как народ. Поэтому здесь уверены, такие встречи нужно проводить чаще. Тамара Хшагульгова, Магомед Шаухалов, Новости 24.